В башкирском народе роль отца воина и защитника всегда была основополагающей в семье. Каждый мужчина обязательно был конным лучником, а это и воин, и охотник, добытчик одновременно. Конные лучники всегда были элитой. Когда приходил враг, лучник мог поразить его издалека. Города и крепости брали не с помощью сабель или копий, а именно лучники, которые могли далеко стрелять. Они были очень подвижны на скаку и были недосягаемы для противников. А в мирное время это добытчик, который мог прокормить своих соплеменников и семью. Есть такая башкирская поговорка: меткий лучник равен целому войску. Поэтому девиз нашего движения: чем полечь, лучше выстрелить. В хадисе сказано: в гриве коня спрятан баракат до судного дня. Лошадь будет существовать до судного дня, и кто будет за ней ухаживать, у того будет баракат. В современном мире мы пересели на автомобили, самолеты, гаджеты. И многие дети видят лошадей только в сети интернет. Если у башкира забрать лошадь, народ потеряется. Башкир без лошади, как крылья без птицы. Потому что вся история, вся культура, все традиции завязаны на лошади. Даже мужчину называют ират, человек-конь дословно. Вот это воспитание должно идти с детства. Ребенка с 3 лет сажали на коня, чтобы он учился быть ответственным за него. Он учился управлять им. Если ты научишься управлять лошадью, наладишь взаимоконтакт, то и с людьми запросто найдешь общий язык. Быть былиным героем на коне, стрелять с коня на скаку — это привлекает и детей, и взрослых. Поэтому развитие этноспорта, оно именно за Башкирией. Это такой спорт, куда приходят все. У нас есть и пенсионеры, и чиновники, и бывшие спортсмены, коммерсанты, учителя, кандидаты наук, артисты, музыканты. Наше движение объединяет людей разных профессий, разных культурных слоев. Мы изготавливаем традиционную одежду, возрождаем культуру, готовим на наших фестивалях еду предков. За движением следят очень много людей. Не только у нас в республике, но и за ее пределами. Нас уже знают на международном уровне, приглашают на соревнования.
Поэтому это бренд. Бренд, который представляет республику именно в этническом плане. К сожалению, этноспорт не входит в реестр Министерства спорта России, и нас не могут финансировать. Поэтому было принято решение подать заявку на президентский грант с проектом «7 племен Маргануксы», чтобы объединить районы, как в старину было объединение племен, в одно общее движение. Чтобы люди могли стрелять, приезжать, участвовать в соревнованиях и в дальнейшем представлять республику на международных состязаниях. Российская Федерация прекрасна тем, что она как корона. А каждый народ на ней — это бриллиант. Якуты, калмыки, даргинцы, шорцы, татары, чуваши, башкиры и другие. Если всех их убрать, будет просто золотая корона. А если каждую поставить, будет корона с бриллиантами. Поэтому она этим и красива, и привлекательна. Каждый народ должен сохранить свою историю, свой язык, свою культуру. Поэтому мы проводим международный фестиваль Маргануксы, куда приезжают лучники со всего мира.